Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Надо знать, с кем ехать. В конечном итоге они все придут. Через штраф ли они придут, или они добровольно придут. Как распознать нелегального перевозчика и кому из них не стоит доверять, узнавал Сергей Хайдаров. На границе с Татарстаном африканская чума свиней. Уязвимым на сегодня остается это личное подсобное хозяйство. Как республика защищается от инфекции, знает Анна Городнова. Вода как сине-зеленая краска, мертвая рыба и едкий запах. Сейчас ведем фиксацию кислорода по воде. Как эксперты комментируют ситуацию, выясняла Юлия Муратова. Столбики термометров опустятся до 7 градусов. Садоводы готовы вступить в бой за свой урожай. От лета ждем тепла. Никто еще не купался. Ни я, ни дети, никто не купались. Даже бассейн надули, закрыли. О природе, у которой нет плохой погоды. Алия Хайрудинова. Система «Платон» выйдет на региональные дороги. Нелегальных перевозчиков будут наказывать еще жестче, а сервис «Бла-Бла-Кар» собирается взять под контроль. Все это и многое другое сегодня обсудили на заседании Ространснадзора. Согласно новому закону, лицензии на междугородные рейсы получили свыше 700 татарстанских перевозчиков, хотя их в республике больше 8 тысяч. Чем хуже те, кто не получил, узнал Сергей Хайдаров. Проверяем все. Повороты, тормоза. Так перед каждым выездом, словно болид на пит-стопе, очень тщательно проверяет свой пазик Габбас Салахудинов. За каждого пассажира отвечаем. Через сколько-то километров, определенный километр останавливаем. Меняемся, водители, вторые водители есть. По новому закону теперь каждый перевозчик должен получить лицензию. Она подтверждает исправность автобуса и квалификацию водителя. Лучше ехать на автобусе. А почему? Страшно с нелегалом? Конечно. В автобусе все-таки пристегнутые мы едем. А машина — это есть машина. Отмечают, когда он куда едет. Не знаю, я всегда на автобусе. Сейчас в Татарстане продолжают работать несанкционированные точки, где находятся перевозчики и ждут свои заказы. К примеру, только в Казани их 12. Одна из таких находится здесь, на улице Космонавтов. И вот с этой остановки ежедневно уезжают десятки нелегалов. Нас обходил 63-й регион с желтыми номерами автобус. Новости о страшных авариях на дорогах с участием пассажирских автобусов появляются с пугающей частотой. Заинск, Нижегородская область, Башкирия. Сегодня в России перевозчикам выдано 46 тысяч лицензий. Только 700 в Татарстане, хотя у нас больше 8 тысяч предпринимателей, которые перевозят пассажиров. Штрафные санкции до 400 тысяч рублей. А за повторное нарушение конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток. К лету 2020 года перевозчики обязаны установить и тахографы. Прибор следит за режимом работы водителя и за его нарушениями. В Татарстане они уже почти у всех есть, говорят специалисты. У нас пошли дальше. Функционирует диспетчерский центр по круглосуточному контролю за междугородними и школьными автобусными перевозками. В центр поступает вся информация о нарушениях автобусами регулярных маршрутов скоростного режима, отклонения от пути следования и салют по расписанию. По мнению специалистов Ространснадзора, новый закон, требующий лицензии, должен выжить черных перевозчиков. Регистрироваться и вставать на учет они могут до сих пор. В конечном итоге они все придут. Через штраф ли они придут, или они добровольно придут, но мы их все сосчитаем. Это очень важно. Более того, скоро возьмутся и за Бла-Бла-Кар. Ространснадзор планирует взять сервис под жесткий контроль. Еще одна новость касается единой платежной системы «Платон». Минтранс Республики предложил распространить ее на муниципальные дороги и создать муниципальную милицию, которая будет осуществлять на них весовой контроль. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ Казань. Африканская чума свиней подступает к Татарстану. На границах в Ульяновской и Нижегородской областях очаги заражения. Инспекторы сейчас усиленно проверяют животных и продукцию, ввозимую в республику. В управлении ветеринарии и Россельхознадзоре сегодня еще раз предупредили о правилах предосторожности. Анна Городнова продолжит тему. Предприниматель везет в Челны свинину и колбасные изделия. С собой пакет сопроводительных документов. Но ветеринарный инспектор обнаружил другое нарушение. Номер автомашины
не сходится с тем, что фактически перевозит данный товар. Рейды сейчас на каждом посту ГИБДД, на границах в Ульяновской и Нижегородской областях. Режим ЧС из-за африканской чумы свиней. В Татарстане вспышек не зафиксировано, но хозяйства предупреждают. Кто держит свиней, постараться не выпускать своих животных, не разгуливать. В любой момент это может попасть, поэтому не постараться не покупать продукцию, особенно корма, с других республик. Данный вирус африканской чумы свиней для человека он не опасен, а опасен только для свиноводства. При заносе данного вируса на территории хозяйства, не дай бог, то смертность от данной болезни достигает до 100%. На контроле сейчас не только домашняя скотина, но и привозные животные, овцы. Близится священный праздник Курбан-Байрам. Завезут тысячи овец, и у каждой возьмут кровь на инфекции. Только в прошлом году в Татарстане принесли в жертву более 16 тысяч баранов. Завозят их, как правило, из южных регионов – Дагестана, Калмыкии, Чечни. И только после согласования с ветеринарами. Чревато завозом вакцинированного скота против ящера, против бруцеллеза. Согласно правилам регионализации, вакцинированный скот запрещен к завозу на территории Республики Татарстан. Итоги за первое полугодие сегодня подвели в Россельхознадзоре. Основная проблема по-прежнему неиспользованные сельхозугодья. Выявили 33 тысячи гектар пустующих земель. 2 тысячи из них ввели в оборот. Штрафы до 700 тысяч рублей. Поэтому собственников и глав районов просят включиться в работу. Анна Городнова, Рима Султанова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань, Набережные Челны. В России возбудили первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел. Основанием стало ЧП в Орловской области. Более 300 пчелиных семей погибли после обработки полей пестицидами. Бедствие коснулось еще 20 российских регионов, в том числе и Татарстана. Всего в республике погибли около 3000 пчелиных семей. Пасечники считают, что виновата неправильная обработка полей химикатами. Такой же версии придерживаются следователи после гибели пчел в Орловской области. Вода, как сине-зеленая масляная краска, кругом мертвая рыба и жуткий смрад. Именно такой предстала река Казанка перед жителями и гостями города. Их первое предположение – виной всему выбросы промышленных предприятий. На зов о помощи откликнулись экологи, взяли пробы воды, отправили на исследование рыбу. Первые результаты у Юлии Муратовой. Зеленка какая-то на реке. На берегу цветные разводы, ярко-голубая пена. Вокруг мертвая рыба. Такой реку казанцы еще не видели. По мнению горожан, это все результат химических выбросов из сточных вод. Выброс завода, это все это вот от этого. Сюда труба какая-нибудь выходит. Заводы, люди, конечно. Мы же в городе живем, куда без этого. Однако эксперты с такими резкими выводами не спешат. Сперва экспертиза. Подобное уже было и 3 года назад. У моста «Миллениум» обнаружили около 100 мертвых рыбешек. Лабораторные анализы тогда не выявили превышение вредных веществ в воде. Обращения к нам начали поступать по данному поводу. Мы всех граждан успокаиваем и поясняем, что это не загрязнение, это не какая-то краска, это просто естественный процесс, вызванный цветением сине-зеленых водорослей. И здесь действительно стоит запах цветущих водорослей. Следы сине-зеленой субстанции видны на берегу. Возможно, такое бурное цветение вызвано жаркой погодой. Да и воды в Казанке в этом году значительно меньше. Причина гибели и плохого самочувствия рыб может быть вызвана в основном 2 причинами. Во-первых, когда отмершие водоросли начинают разлагаться, это приводит к расходу растворенного в воде кислорода. Водоросли могут так бурно развиваться только в эвтрофизированной воде, то есть в воде, содержащей избыточное количество нитратов и фосфатов. Фосфаты в воде – результат пищевых остатков и жизнедеятельности отдыхающих, считают экологи. А вот присутствуют ли в воде более сложные химикаты от работы предприятий, специалистам еще предстоит определить. На анализы уже отправили пробы воды и рыбу. Сейчас ведем фиксацию кислорода по воде. Такого ярого нарушения пока нет, не видно. И по результатам отбора проб нам будут уже понятны все результаты, и для принятия мер мы уже передадим в Росприроднадзор. Купаться в таких водах экологи категорически не советуют. Это чревато аллергией и повреждениями кожи. При разложении водорослей количество токсинов в ней превышает норму. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К концу этой недели лето готовится к серьезной схватке. Соперник зима. Росгидромедцентр сообщает о резком похолодании. Ночью в ряде регионов столбики термометров опустятся до 7 градусов. В некоторых и вовсе выпадет снег. Откуда он в середине лета, выясняла Алия Хайрудинова. Перевал Ольчанский. Короче, тут конкретная зима вообще.
Не только в Магадане снег дошел и до Дагестана. Дагестанская Швейцария. Видите, какой урожай? Не пропадать же ему. Синоптики прогнозируют, снежное лето захватит европейскую часть России. Ждать ли зиму в Казани? Этот вопрос волнует садоводов. Галина Даутова готова спасать свой урожай. Переживаем за свой урожай, конечно. Вот какие-то, видите, помидоры. Их надо, конечно, или закрывать, или уже снимать, убирать дома, чтобы они дошли. Холодное лето портит настроение казанцам. Холодное, дождливое, ужасное лето в этом году. Купались один раз, да, прошлую субботу. Надеюсь, что завтра... нет, в эту субботу тоже можно будет. Ну, тепло, конечно, все ждут. Лето должно хоть в августе быть. Уже к концу недели ожидают аномальное похолодание. Но, несмотря на то, что столбики термометров резко опустятся, снега в Казани все же не ждут. В воскресенье погода кардинально изменится. Мы ожидаем прохождения холодного атмосферного фронта с дождями, с грозами. Локально возможен град. Такое лето для средней полосы не нонсенс, уверяют специалисты. 10-13 лет обязательно нечто подобное случается. В 1972 году как раз примерно 31 июля, 1 августа у нас была температура минимальная порядка 7 градусов. Несмотря на прогноз, среднемесячная температура ожидается выше средней, а в целом по году температура растет. К концу столетия может вырасти на 5 градусов. Это пока здесь зеленая листва и светит солнышко, но что готовит небесная канцелярия, никто не знает, ведь уже в это воскресенье может выпасть настоящий снег. Запомните этот день, ведь зима и лето встречаются нечасто. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Незаконное искусство? Исполком города не закрасил все в серый цвет, и это тоже вызвало негатив. Сейчас это тоже может повториться. Что будет с рисунками под мостом Миллениум и как вообще в городе нарисовать официально? Узнал Салават Мухаммадуллин. Россия, Италия через печатную графику. Почему рука? Раньше этот соус, он очень дорогой. Художники создали картины об истории и культуре стран. Только через ассоциации получилось ли у них узнать страну, расскажет Вероника Гайнудинова. Чтобы помнили, сегодня в Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище открыли памятник татарам, жертвам репрессий. Он призван увековечить память татар, умерших и убитых в тюрьмах Ленинграда и Ленинградской области с сентября 1937 по 1955 годы. Монумент установили на деньги меценатов авторы, известные в Санкт-Петербурге архитекторы Виталий и Лариса Кузнецовы. К памятному знаку сегодня несли цветы и читали молитвы. Теперь так будет всегда, уверены представители духовенства. Кто корней своих не знает, это беда же. Это же беда. Ну как это не знать? Я, например, свое древо знаю 7 колен, как положено по Корану. Когда появилось посвободнее время, мне уже туда-сюда 80 лет, поэтому я нашел время и стал с удовольствием занимаюсь. И сейчас буду думать, что еще надо делать. Читая молитвы, каждый из нас будет вспоминать те события, которые происходили. И это должно быть в нашей памяти. Создали новый ресурсный центр, отремонтировали техникум и решили проблему нехватки врачей. С развитием Азнакаева сегодня ознакомился Фарид Мухаммедшин. В районе День Единой России. Такой формат они практикуют с 2004 года и акцентируют внимание на самых больных точках районов. Сегодня не только сцена, но и весь городской майдан для них, Азнакаева, Сабантуй для инвалидов. Около 1000 участников, десятки игр и мастер-классов. Такая встреча здесь проходит 15-й год. Проводятся мероприятия для социализации все-таки. Здесь собираются не только люди с ограниченными возможностями, а также те, кто с ними как бы рядом, родители, близкие. Здравствуйте, ребята. А это уже обновленное здание Азнакаевского политехнического техникума. Здесь капремонта не было больше полувека. Его включили в федеральный партийный проект «Единая Россия. Новая школа». Как все сделано? Посмотреть приехал Фарид Мухаммедшин. Разрезы двигателей современных машин или Теперь это учебное заведение, современный ресурсный центр. Новейшее оборудование на 8 миллионов рублей даст возможность обучать студентов по мировым стандартам. Наиль Зарипов – будущий сварщик. Сначала оборудование, потом столы новые поставили. Благодаря новому оборудованию легче становится варить.
Давайте проверим ограничение объема движения. Сегодня и медпомощь стала ближе. Невролог, аллерголог, эндокринолог. В рамках Дня Единой России приехали 9 узких специалистов из Казани. В коридорах очередь к ревматологу. С 2010 года я езжу в Казань каждый год проверяться к ревматологу. И хотелось бы, конечно, чтобы был у нас свой ревматолог. Район на 70% укомплектован медкадрами. Земский врач, целевое направление. Благодаря программам только в этом году привлекли 12 врачей. Вежливость, внимание врачей к пациентам, к посетителям сегодня выходит на первый план. У вас, кроме вот этого томографа, по-моему, все уже в районе есть. Такие встречи помогают выявить больные точки в жизни района и решать их на месте. Единая Россия, политическая партия, которая уже несколько лет этот проект реализуется в Татарстане. Мы привозим специалистов из системы здравоохранения, Министерства юстиции, оказываем помощь людям, отвечаем на их вопросы. Вместе с ними решаем те задачи, которые можно решить в тот же день, найдя вместе с ними согласованное решение. Я думаю, такую работу с людьми просто неким и нечем заменить. Как улучшить качество жизни, решить проблему с кадрами в образовании и какие проекты есть для этого? Это лишь часть того, что обсудили на встрече с районным активом. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаева. Татарстанские коммунисты России по республиканскому списку выдвинули 10 кандидатов. Сейчас подписи в их поддержку проверяют в Центризбиркоме. 5 одномандатников уже зарегистрированы. Партия готовится к агитации. В планах встречи с избирателями. Центральный штаб коммунистов России для республики выпустил специальную газету. Подготовлены в основном нами текст и другие там материалы. Все полностью по Татарстану. Спецвыпуск номер 1. Такого еще, по-моему, не было с этой центральной газеты. Ждут решения Центризбиркома и татарстанские представители партии «Яблоко». На эти выборы в Госсовет яблочники выдвинули только одного кандидата по одномандатному округу. Будет ли зарегистрирован кандидат, станет известно в течение 10 дней. Первоначально предполагалось, что будет несколько одномандатников, но решили сконцентрироваться на одном округе, потому что округ достаточно большой, и мы хотели, чтобы кандидат пошел именно по этому округу. Завтра в Казани стартует чемпионат Европы по триатлону. В связи с этим в центре города движение транспорта будет ограничено с 10 утра и до 12 дня по улицам Кремлевская, Батурина, Чернышевского, Кавинаджми и Профсоюзной. Кроме того, изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. А в акватории Казанки между центром Семьи и набережной временно не будут ходить маломерные суда. Более полную информацию можно найти на сайте мэрии города. Спасибо, что живой. Сегодня День памяти Владимира Высоцкого. И специально к этой дате в Казанском музее соцбыта открылась выставка «Высоцкий в кругу друзей». Но экспонаты точно не из простых. Здесь и неизданные записи, эксклюзивные факты о предках его супруги Марины Влади. У Высоцкого и Казани много общего, больше общего, чем кажется. Именно это выяснил Рамиль Шайдуллин. Как раз вот на этой кассете есть самая первая песня Высоцкого. Она называлась «Татуировка». Пуск. Вот. Не делили мы тебя и не ласкали. Уже на этой записи угадывается тот самый голос с хрипотцой, которому уже через 15 лет будет подпевать весь Советский Союз, Высоцкому. Каждый год все ценители его творчества собираются здесь, в музее соцбыта. В этот раз повод особый – выставка из неизвестных ранее экспонатов. Они привезены из Санкт-Петербурга, из Москвы. Некоторые из них останутся в Казани навсегда, некоторые придется вернуть, потому что есть владельцы. Но тем не менее у нас есть возможность сегодня, в День памяти Владимира Семеновича Высоцкого, снова говорить о его наследии. Например, об этой пластинке впервые заговорили еще в 1975-м, когда Барт записал ее на фирме «Мелодия», но вышла она только на днях, и вот он, первый экземпляр. Неделю назад презентован в Санкт-Петербурге, и первый экземпляр передан в музей. Ну, прямо в гостинице он сыграл первую песню. Так интересно было, что он... Сейчас я вам зарисовки спою и спел песню прямо в номере. Там я на Вачу еду, плачу, еду с Вачи хохоча. Песня советского бича. Он на Вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Яков Клопаух хорошо помнит, как первая советская суперзвезда приезжала в Татарстан. И как песню, сочиненную буквально за кулисами, Высоцкий спел сначала ему, а потом всей Казани. Вот фото той поры. Их снимал Владимир Зотов. Признается, тогда его вдохновляла больше личность Барда, нежели творчество. Только после того, когда вышел его сборник, вот это все его стихи, они прошли, как сказать,
от слова до слова. Вот тогда было понятно, что это великий поэт. Это просто чудо. Только поэт в России больше, чем поэт. И эти слова, конечно, в первую очередь о Высоцком. Его помнят и как актера, и как музыканта, а его игру на гитаре еще никто не смог повторить. Если друг оказался друг. Где мои 17 лет на большом каретном? Даже спустя десятилетия эти песни продолжают вдохновлять многие поколения музыкантов, слушателей, всех, кто считает его голос – это голос эпохи. Надрыв. Все это есть, все это прям читается. То есть Владимир Семенович так или иначе повлиял на всех. Знаю историю любви с Мариной Влади. Тоже понимаешь, насколько глубока личность Высоцкого. Марина Влади уже родилась во Франции, но прабабушка ее татарка. Поэтому казанские поклонники Высоцкого считают, у него и города больше общего, чем кажется. А с этого дня и того, что не встретишь нигде в России. Редких книг и первых записей, они будут храниться в музее соцбыта. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Незаконно ли их искусство в Казани могут закрасить единственное место для стрит-арта? Об этом говорят столичные уличные художники. Они выступили с петицией в защиту своих работ. Речь о территории под мостом «Миллениум». Хотя в 2018-м во время Мундиаля в городе появилось сразу несколько паблик-артов с футболистами. Что же в итоге будет с аллеей известных музыкантов в преддверии WorldSkills, разбирался Салават Мухаммадуллин. Кирилл Талмацкий, Децл, все его знают. Вечеринка у Децла дома. Цой. Это аллея известных музыкантов под мостом «Миллениум». Главная стрит-арт-площадка столицы. Рисуют здесь уже больше 10 лет. Правда, незаконно. Массово в 2012 году здесь после фестиваля Лайкит Арт они массово появились. Они висели до прошлого года, пока исполком города не закрасил все в серый цвет. И это тоже вызвало негатив. Сейчас это тоже может повториться. По закону исполком прав. Портреты нарисованы неофициально и без согласований. Но стирать их сейчас никто не собирается. По крайней мере, нас сегодня об этом заверили. У нас вот здесь буквально рядышком планируется реализация экстрим-парка большого. Мы совершенно не нацелены на то, чтобы уничтожать уже созданное вот это вот творчество. При этом рисунки на аллее все равно не будут защищены нормативами. Официальный стрит-арт и муралы — это направление уличного граффити. Совсем скоро должны появиться под Ленинской дамбой. Здесь планируется обустроить пространство под тематику профессии будущего. Еще раз повторюсь, все это будет официально, в отличие от тех надписей, потому что эскизы будут согласовываться с исполкомом, различными министерствами и ведомствами. И уже после этого эти рисунки будет невозможно стереть, а их порча будет считаться правонарушением. Пока порядок такой. Чтобы сделать паблик-арт, допустим, на жилом доме, нужно согласовать это с жильцами и управляющей компанией. Дальше эскиз должен утвердить город. И вопрос, что с ним будет происходить дальше, потому что, опять-таки, один вариант, что это временная работа, либо, если в том случае она действительно представляет ценность с точки зрения общества, на данный момент отсутствует механизм переведения этой работы в статус охраняемого объекта. Мы сегодня спросили казанцев и гостей, мешает ли уличное искусство. Ну, если красиво, почему нет? Вполне. Если ни матов, ничего, ни пошлости. Места, вот, где дворики такие неприметные, туда можно. Ну или где-то, что вот просто серые стены тоже, стоит добавить. А если где-то культурные такие места, то, это уже лишнее, я считаю. Как раз волей для творчества уличных художников должны стать новый экстрим-парк «Миллениум» и площадка стрит-арт под Ленинской дамбой. Салават Мухаммадуллин, Алмазетдинов, ТНВ, Казань. Как лабораторный корпус КФУ испортил вид на Кремль и будут ли его облагораживать? Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». Россия и Италия через печатную графику. В Национальной художественной галерее Хазине открылась выставка молодых художников «Узнавание Рикоссенчимента». Совместное творчество татарстанской и итальянской молодежи. Ее особенность – художники создали графическую трилогию об истории и культуре стран только через ассоциации. Получилось ли у них так узнать страну, выяснила Вероника Гайнудинова. Паганини, спагетти, Колизей – это мои ассоциации с Италией, хоть я там никогда и не была. Именно так татарстанские художники, ни разу не побывав в стране, на языке символов и аллегорий и создали свои работы. Самые древние рецепты кулинарии
именно появились в Древнем Риме. Италию через кухню Екатерина Семина в своей работе показала самый известный соус итальянцев – гарум. Он готовится из тухлой рыбы. В ее же исполнении он в технике шелкография, то есть трафаретная печать. Почему рука? Раньше вот этот соус, он очень дорогой, и поэтому очень много тратили на это деньги. Вот, и, соответственно, сама рыба. И колорит специальный такой использован, чтобы чувствовать цвет немножко тухлой рыбы. Художник Айгуль Мунирова Италию познает через архитектуру, причем не итальянскую, а нашу, российскую. Здесь изображен Росси, в другой моей работе изображен Трезини. Так как ни разу не была в Италии, я решила отыскать следы в нашей стране. А это уже картины итальянских мастеров. Они историю России, национальный характер изобразили через иконы, птицу-алконост и, конечно же, матрешку. Итальянские авторы на выставку не прилетели, но со своими картинами знакомят по видеосвязи. А идея совместной выставки появилась год назад, когда итальянцы посетили Казань. Все 33 картины выполнены в разных техниках графики. Очень много видов графики, где требуется очень много материала дополнительного. Станки, травящие средства, там, вытяжки и всего прочего. После Казани картины смогут увидеть в Италии. Там все работы представят уже осенью. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На этом у меня все. Далее о спорте и о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов. Однушка от 1 900 000. Звоните 248 72 00. Аллен Клиник. Лечение простатита и аденомы без операции. В Казанском цирке с 26 июля в грандиозном гигант-шоу «Индийские слоны». В КАНАВТО на Минской возобновлена госпрограмма «Первый и семейный автомобиль». Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 161 490 рублей. КАНАВТО. Минская 1. 512 12 12. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Повторили успех мужской команды. Женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийского фестиваля в Баку. Наши девушки обыграли Румынию со счетом 3-1. Ранее россиянки в 3 партиях победили украинок и болгарок. Женская сборная России вышла в полуфинал соревнований с 1-го места. Завтра команда, выступающая под руководством Светланы Сафроновой, поборется за выход в финал со сборной Турции. Стоит отметить, что основу сборной России составляют воспитанницы «Динамо УОР» школы Гамовой. В составе национальной команды 9 татарстанских волейболисток. К хоккею. В заключительный день сбора в Латвии «Нефтяник» провел первый в этом межсезонье контрольный матч. Соперником клуба из Альметьевска стала Рижская «Динамо». За 60 минут основного времени игры команды смогли отличиться по одному разу. У татарстанцев с передачи Патрикеева забросил Угольников. Овертайм завершился с теми же 2 единицами на табло. В серии после матчевых буллитов победным стал бросок альметьевца Максима Салахова. После возвращения домой «Нефтяник» в скором времени предстанет перед своими болельщиками. 31 июля состоится матч с «Барсом», а 2 августа в Альметьевск приедет Акбарс. В эти выходные столица Татарстана превратится в центр европейского триатлона. Соревнования подобного уровня впервые пройдут в Российской Федерации. Так, плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки. Трасса велоэтапа проложена по центральным улицам города, помимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. А завершится гонка беговым этапом и финишем на Кремлевской набережной. На турнире в Казани любители смогут стартовать на соревнованиях такого уровня на той же трассе, что и элитные спортсмены. Забеги запланированы на 27 и 28 июля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде через минуту. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите, только в июле. При заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Адрес Казань, Восстание 23.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ясно и очень тепло, до плюс 27. На северо-востоке Татарстана солнце будет радовать весь день, 26-27. На севере Татарстана будет довольно жарко, 27 градусов выше 0. На севере Татарстана переменная облачность, 26-27 тепла. На юго-западе Татарстана пасмурно, но сухо. В центре Татарстана 26-27 тепла, будет ясно. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В Казани будет облачно и душно. Днем до плюс 29. Ветер слабый, атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.